Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире программа «Открытый вопрос». Сегодня вы не раз еще в нашем эфире встретитесь с гостями нашей студии, которым будут задаваться вопросы и на которые мы надеемся получить ответы. Как я не раз уже говорил, не всегда эти ответы закрывают вопросы, но все-таки мы получаем некую информацию, которая обнадеживает нас насчет нашей жизни в будущем. Итак, я сегодня хочу представить вам нашего гостя, Леонида Юрьевича Дзябшба, министра внутренних дел Абхазии. Я должен сказать, что, может быть, кто-то и не знает, что вы всего 8 дней как приступили к исполнению своих обязанностей. Поэтому, конечно, у наших телезрителей, наверное, будет такой вопрос, не рановато ли мы вас пригласили, чтобы говорить о том, какие были уже достигнуты успехи. Но мы, конечно, об этом все-таки вас спросим, потому что 8 дней тоже, знаете, хороший отрезок жизни. Леонид Юрьевич, я знаю, что вы хотели сделать такое свое обращение некоторое к нашим гражданам, поэтому сейчас мы вам представим эту возможность, а потом мы поговорим уже о деталях вашей работы. Спасибо. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Ситуация в республике находится под надежным контролем. Мы подготовились к предстоящим общественным событиям, и у нас хватит сил и средств для того, чтобы обеспечить строгое соблюдение закона. В этот день будут усилены меры безопасности, и мы хотим, чтобы к этому с пониманием отнеслись наши граждане. Органы правопорядка не вмешиваются в политику, но задачи по обеспечению стабильности будут решаться в полной мере. Хочу обратиться к гражданам с просьбой сохранять спокойствие и не поддаваться на возможные провокации. Обращайтесь в правоохранительные органы в случае, если вы заметили какую-либо опасность и нарушение закона. Мы окажем помощь. Я хочу отдельно обратиться к политическим лидерам, организующим общественные мероприятия. Не забывайте об ответственности за сохранение правопорядка. Все вопросы должны решаться цивилизованно и в строгом соответствии с законом. И в заключение хочу пожелать нашим гражданам мира и стабильности и заверить в том, что мы стоим на защите ваших конституционных прав. Скажите мне, пожалуйста, Леонид Юрьевич, не кажется ли вам, что вот какой-то такой, знаете, излишний ажиотаж поднимается вокруг завтрашнего события? Ну, в нашем обществе есть такое. Но я, как сказал в обращении, к нам обратилась общественная организация о проведении съезда. Вы знаете, то есть, завтра, было обращение самой партии Амцахара к вам? Да, партия Амцахара, чтобы мы обеспечили правопорядок во время проведения. Мы к этому готовы. Будем наводить, будем все делать для того, чтобы завтрашнее мероприятие прошло спокойно. Понятно. Скажите, пожалуйста, а что подразумевается под усилением мер безопасности? Ну, вы знаете, не только эти меры усиливаются с момента заступления на эту должность министра внутренних дел. Вы знаете, ситуация непростая была и остается на дорогах, в городах и районах нашей страны. Блокпосты, трасса Псов-Ингур контролируется очень жестко. Я не хочу приводить цифры, наше население, наш народ это ощущают. Если какие-то неудобства, если частые остановки, мероприятия на дорогах, в городах и районах происходят, но какие мероприятия мы проводим, население ощущает. Я уже за 8-10 дней трижды поднимал по тревоге личный состав. Ситуация непростая на самом деле. Вот в Варчарском, Гальском, Ачевчинском районе, на востоке, также и на западе. Но, слава Богу, все, что происходит, население наше с пониманием относится, одобряют, я так скажу. И с пониманием, я вот
часто бываю и в Гальском районе, и в Гагровской зоне, везде, в Творчалах. Люди просто с удовольствием это все воспринимают и встречают. Я общаюсь с людьми, информацию получаю. То есть ну это и как преступления, видите, как-то меньше совершаются. А на дорогах практически уже, я думаю, в течение этой недели мы полный порядок наведем. То есть наш народ всегда был законопослушный. Просто надо меры принимаемые должны люди воспринимать, то есть объяснять, практически это показывать. Не просто сказал, а исполнять. Скажите мне, пожалуйста, вот дополнительные меры, которые будут предприняты завтра, это что значит? Это будут останавливаться машины, проверяться на что-то, я не знаю, или что еще будет происходить? Знаете, какие-то дополнительные будут такие меры? Вот или... за последнее время, никаких дополнительных мер нет. Вот как МВД усиленно работает последние 2 недели, я думаю, вы все видите, очевидцы. Вот, поэтому на постах контрольно будут останавливаться машины, проверяться, я имею в виду, где это необходимо, на предмет наличия оружия. Иногда, вы же понимаете, в нетрезвом состоянии ездят. За 2 недели, за 10 дней, как вы сказали, более 1000 административных правонарушений зафиксировано, более 40 человек в нетрезвом состоянии. Это за 10 дней? Да, это за 10 дней. Но это все приветствуется. Знаете, люди хотят спокойно передвигаться. Ну да, количество машин возросло, и возросли вообще опасности на дорогах. Наши дороги не предусмотрены с большой скоростью двигаться. Все-таки дорога неплохая, но надо соблюдать правила уличного движения. Да, вы знаете, я недавно видел фотографию, где вот во время бедствия, которое происходило в Японии, когда там было землетрясение, Фукусима и так далее, многие люди по дороге двинулись подальше от этой беды. И вы знаете, фотография была, судя по всему, с большой высоты снята. Показывалась огромная извилистая дорога, по которой только в одну сторону ехала колонна, и по встречке не было ни одного автомобиля. Я вот в связи с этим просто хочу сказать, конечно, хочется, чтобы в ближайшее время мы достигли такой культуры. Дисциплина, уважение друг друга, культура вождения. Раз мы перешли уже к разговору о правилах дорожного движения, я бы хотел у вас спросить, вот на ваш взгляд, что сейчас главным является в том, что у нас такое поголовное, можно сказать, это я преувеличиваю, конечно, такое несоблюдение правил дорожного движения? Но это все идет уже на спад. Я же говорю, когда люди чувствуют контроль, кому это необходимо, да, так скажем. Основное население нашей страны, они тихо, спокойно занимаются своим делом, кто в деревне, кто в районе, но молодежь у нас хорошая, иногда, если бесконтрольно так все отпускать, конечно, бывает много вопросов. Но здесь мы эти вещи жестко пресекаем. Я бы хотел в связи с этим, я извиняюсь, перебиваю вас, но я бы хотел в связи с этим задать вопрос, как раз касающийся того, что не всем закон писан, знаете, это правило дорожного движения. К сожалению, случается так, что наказание, неотвратимость наказания, особенности нарушения правил дорожного движения, эта неотвратимость как-то пока еще не ощущается. Я не первый год. Вы меня знаете, и наш народ, я давно связал свою судьбу с системой служения своему народу. Я всегда ровно, одинаково относился. Надо помогать также ровно, если человек совершил правонарушение, нельзя на левых, на правых разделяя. Никогда результата не будет. Надо законно относиться ко всем нашим гражданам. Тогда быстрее будут заканчиваться эти проблемы и с пьянкой, и с правонарушением. Вы знаете, это все на убыль уже идет.
чтобы вы знали, работа так поставлена, что до четверга, до середины четверга на стол у меня ложится свадебные дела по всей Абхазии. Каждый руководитель горрайоргана держит на контроле, я скажу, головой отвечает. И после проведения, после окончания свадебных мероприятий, каждый руководитель подразделения горрайорганов докладывает в вечернее время, что все благополучно прошло, без единого выстрела и так далее, и так далее. Мы заранее выставляем посты, чтобы наши люди, граждане, едут отдыхать, больше такси заработало, на автобусах передвигаться. Это же здорово. В нетрезвом состоянии, я вас уверяю, двигаться по всей Абхазии, вы в сводках даже почувствуете, 1-2 человека это будет очень редко. Скажите, пожалуйста, вот вообще вы все равно, несмотря на то, что вы вот недавно только приступили к исполнению своих обязанностей, вы знакомы, конечно, с ситуацией на дорогах. Вот те аварии, которые происходили, в большинстве своем, что было причиной? Несоблюдение, скоростной режим. У нас, еще раз говорю, дороги неплохие, но они не позволяют. У нас это здорово, мы этим можем гордиться. Самые последние иномарки, это здорово, но они развивают большую скорость, поэтому несоблюдение, в нетрезвом состоянии очень много ездило, и сегодня пытаются, но это все надо пресекать. Часто я вот... Контроль должен быть на дороге, и контроль должен быть ощутимый. Вот когда это присутствует, не просто присутствует, а когда реально предваряется в жизнь, когда сотрудники работают, когда сотрудники профилактируют, надо заранее предупреждать. Вот свадьбы, мы знаем, где проходят, я уже говорил, заранее становится где-то к 12, к часу. Люди проезжают уже и увидят, что полный контроль. Если даже кто-то хочет выпить за рулем, то у него не получится. На обратном пути он знает, что его проверят. Хорошо. Ну, о тех достижениях, которые вы уже сделали и которые общество надеется будут продолжаться в будущем, вот об этом мы еще, наверное, позже поговорим. Это только начало. Мы время. Все будем делать для того, чтобы, взбивая улицу, заканчивать на этой неделе, как я уже говорил, мы будем города, районы усиленно, в села. Много у нас беспорядка еще. Знаете, спать даже некогда будет. Личный состав готов к выполнению своих прямейших обязанностей. Знаете, вот практически я могу сказать, вот 3-4 часа, это 4 часа редко кто. Я за это понимание очень благодарен. Скажите, пожалуйста, сама в круглосуточном режиме практически работа идет сегодня. Понятно. Вообще, конечно, это тяжелая работа. И, наверное, она требует какой-то особой самоотверженности. Другое дело, я хотел бы у вас спросить, перейдя к другой теме. Вот криминогенная ситуация многими вообще у нас в республике оценивается как отчаянная вообще ситуация. Непростая ситуация. Да, непростая ситуация. Недавнее убийство произошло вот в Гудаутах. До этого ряд убийств был. Вообще особо тяжкие преступления, включая убийство тоже. Вот они сейчас, как вы охарактеризуете вот это состояние? Насколько улучшилась ситуация? Есть ли такое продвижение по уменьшению количества особо тяжких преступлений? Ну, за 10 дней это наблюдается, это видно. Да, можно сказать об этом. Вот, много резонансов в последнее время, убийства. Сегодня вот... Я не за 10 дней вообще-то говорю, я вообще имею в виду вот за последнее время. Да, очень много громких дел. Да, уже подготовлен график, заслушаны следственно-оперативные группы, Генеральной прокуратуры, МВД, СГБ. Мы эти дела будем заслушивать совместно и направлять наших сотрудников по раскрытию. Для раскрытия все это будет делаться. А вот сегодня утром, в 7 часов утра, в городе Гудаута совершено было убийство известного человека, предпринимателя Авицба Заура Николаевича. Я приношу свои соболезнования родным и близким. Я сегодня был там. Я этого человека хорошо знал.
Его убили на своей автомашине, он выезжал из дома. Это по улице Керас, Пушкина. Мы имеем, знаем машину на сегодняшний день. То есть я не хочу разглашать. Для этого, после того, как мне сообщили, что совершено такое дерзкое преступление, все сотрудники МВД от ПСО до ИНГУР были подняты по тревоге. И мы сегодня отрабатывали все города и районы. Все было перекрыто. И есть продвижение. Нам время, это преступление будет раскрыто в ближайшее время. Ну, ряд преступлений вообще-то недавно был. Это вот, никакие политические, он нигде я имею в виду политикой тоже. Он не занимался, предприниматель. Мы разберемся с данным преступлением. И по остальным мы будем работать. Несколько случаев убийства, вот, связаны с предпринимателями. В районе Колоса вот, было тоже убийство Зантария, по-моему, фамилия. Да, вот в Гальском районе, да, тоже обострилась в этом смысле, говорят, ситуация. Хотя я там не бывал, но говорят, что ситуация криминогенная тоже обострилась. Мы по всем этим преступлениям будем принимать меры, расследовать, как положено. И будем двигаться вперед, потому что громкие это наша преступления, обязанность. Да, и вот эти вот особо тяжкие преступления, конечно. Они все на контроле у главы государства. Мы заслушивая, информируя. Я бы хотел у вас спросить просто, как вы считаете, какова перспектива этих дел? Перспектива есть, надо работать, надо раскрывать, но у нас другого нет. Мы будем этим заниматься. Поэтому я поставлен, вторично вернулся, когда мне предложили, я буду оправдывать доверие президента и нашего народа. Все от меня зависящее, я всю жизнь этим занимался. Личный состав готов. Будем привлекать профессионалов, будем заниматься своим делом. Прямейшая обязанность. Скажите, пожалуйста, а какие проблемы сегодня стоят перед Министерством внутренних дел? Есть ли какая-то необходимость в привлечении сотрудников, профессионалов, или вы сами можете встретиться, или сами можете справиться? Ну, задачи большие. Я их всех перечислять не буду. Главное, от нашей деятельности население Абхазии, народ Абхазии должен жить спокойно. Ночное время, дневное время, на дороге, где бы он ни был, гражданин республики должен чувствовать, что он защищен, что его милиция его оберегает, сохраняет его имущество. То есть граждане не должны думать, ребенок выехал, вернется целый невредимый и так далее, и так далее. Для этого многое делается, делалось раньше, а сейчас это более чуть по-другому, усиливая, потому что не имеем права. Вчера что было, сегодня повторять нельзя. С каждым днем мы должны совершенствоваться, поэтому патрульные машины с 19 до 6 часов утра в городе Сухом, вы видите, их 6-7, будет в 10-12. В Гаграх также, в Чемчирском районе. Знаете, когда ночное время идет профилактика, и вот вы видите сама, и по сводкам и так далее, это меньше проблем. Знаете, это отрадно, когда не совершается преступление. Это все от людей зависит. Если профилактика на должном уровне, я имею в виду патрули, люди работают круглосуточно, меньше проблем. Скажите мне, пожалуйста, вот частая смена руководителя Министерства внутренних дел, это следствие чего? На ваш взгляд? Это одним словом не ответишь. Это сложная, ответственная должность, профессия. Знаете, но для этого очень многое тоже государство должно делать. Но руководитель должен быть в первую очередь профессионалом. Знаете, в Абхазии ты должен свое дело знать, если возглавил ведомство, да? Мои коллеги это дело знали и знают. Но как-то требования сегодня другие. Поставил задачу, возглавив, ты должен дальше это вести. А сидя в кабинете, сегодня, я, знаете, за 10 дней очень мало сижу в кабинете, потому что не позволяет обстановка. Да и у меня никогда это не получалось.
долго засиживаться в кабинете. Надо влиять на ситуацию на местах. Леонид Юрьевич, я думаю, что то, что вы долго не засиживаетесь в кабинете, это принесет действительно результаты. Не засиживаясь в кабинете, я думаю, вы будете часто посещать нашу студию, и мы с вами поговорим о тех успехах, которые были достигнуты вами и возглавляемым вами Министерство внутренних дел. Мы Я вас надеемся уверяю, на успех. и обращаясь к народу, народ надеется на нас, на свою родную милицию. Поэтому надо и милиции помогать. Но я вас еще раз говорю, вам говорю, что мы будем делать все от нас зависящее. Мы к этому призваны. Мы всю жизнь посвятили этому. И будем делать четко, аккуратно, законно, понимая, что мы имеем со своим собственным народом дело. Нашим телезрителям хочу сказать, что сегодня у нас в гостях был министр внутренних дел Леонид Юрьевич Дзяпшиба, и он рассказал о своих 10 днях пребывания на посту министра внутренних дел. Огромное спасибо вам, что вы посетили нашу студию. Всего доброго. Будьте здоровы. Нашим телезрителям еще хочу сказать, что эстафету открытого вопроса Астанда Кецба сейчас примет, она встретится с главами администрации наших районов, некоторых.